Ну что, дорогие друзья, приготовим сегодня из грибов грибной жульен в шляпах. Это забытое советское СССРовское блюдо. Для этого нам необходимо ингредиенты: один репчатый лук, грибочки грамм 400-500, грудку половинку куриную, сливочное масло грамм 30, зелень, и все. И начинаем работать. Вот лук я уже нарезал. Сейчас мы будем чистить грибочки. Значит, берем гриб, вырезаем ножку красиво. Это нам пригодится потом. Измельчим и будем делать начинку из него. Чтобы гриб не испортить, ножку подрезаем потихонечку и вот так сбрасываем и зачищаем сюда в тарелочку, чтобы углубиться, чтобы мы могли нашу начинку поместить в грибные шляпочки. Желательно грибы, чтобы были, конечно, если были они лесные, то было бы вкуснее. Но так как это грибы домашние, белый гриб, шампиньон, мы будем их вот делать так, чтобы получилось красиво и вкусно. И так с каждым грибочком работаем, обрабатываем. Потом мы вот эти грибные шляпочки, то, что мы оттуда вычистили, там мы мелко нарежем и будем делать начинку. Вот такие шляпочки получаются. Вот мы получили вот такие вот шляпки. Откладываем в сторону. Лук мы нарезали для пожарки. И будем сейчас измельчать вот ножки. Вот так мы сейчас мелкими кубиками нарежем. Сердце волнуется, почтовый волнуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица. В итоге вот шляпки мы вот так нарезали от грибов и откладываем в сторону. Берем теперь куриное филе, вот такое симпатичное, свежее. И начинаем нарезать. Надо нарезать очень тоненько, вот таким образом. Потом будем измельчать. И начинаем вот так измельчать. Получится как фарш для ветчины, скажем, рубленый. Но это будет куриный фарш для начинки грибных жульенов. Получилась вот такая вот курочка, фарш. Это вот наши грибочки. Это вот шляпки, и вот лук. И начинаем поджарку. Будем сейчас вот здесь жарить на сковороде. Включаем печку. Ставим на максимум, чтобы разогреть сковороду. Кидаем масло сливочное. И надо очень много, грамм 30, не более. Вот так вот. Растопим и закидаем туда лучок.
Берем вот лук и отправляем в сковороду. И начинаем жарить. Минут 5 жарим до золотистого цвета. Тем временем достаем зелень, подготавливаем. Вот. Отправляем наши ножки от грибочков. И перемешиваем с луком. Тоже минуты 3-4 поджарим. Затем отправим курочку. Очень вкусно будет, конечно же. Очень. Уже грибочками пахнет. И вот доводим до ума. Сейчас посолим, специи, чесночок закинем. Чуть-чуть. 2 зубчика небольших чесночка. Так, берем соль. Не будем пересаливать. Так, перчик. Черный, ароматный. Только намолол. И опускаем зелень чесночком. Красиво получится очень и вкусно, естественно. Так. Вот такая красота будет. Все, наша начинка готова. Можно еще специи добавить, но мы так, по-моему, вкусовые качества фарша чуть-чуть уйдут тогда. Это в следующий раз другое блюдо, когда будем готовить, туда мы добавим всякие специи, слава богу, у нас много, очень даже. И травы, которые мы сами собираем в горах. Плюс в огороде выращенные. Так что. Так. Ну что, включаем. И ждем, пока не остынет. Потом я вам покажу, как мы будем заправлять все это. Вот в таком виде отправляем на 20-25 минут. Температура 180 градусов. И отправляем их запечь. Вот такое застолье получилось. Обеденный стол, грибной суп, грибы запеченные, капуста квашеная, зелень, помидоры, сметана и так далее. Правильный обед. Всем приятного аппетита.